К другим темам. Уполномоченный по правам ребенка при президенте страны Павел Астахов сегодня посетил Якутск с рабочим визитом. За работой омбудсмена наблюдали наши корреспонденты. Им слово. Работа Павла Астахова в Якутске началась с посещения Центра отдыха и оздоровления детей «Сосновый Бор». А это что например? Это аппарат мезотроник для профилактики миопии. Здесь он ознакомился с деятельностью учреждения, встретился с кадетами и воспитанниками патриотической смены оздоровительного центра. Тут у нас витаминный чай, успокоительный, в основном идет витаминный чай. Мы находимся в городском специализированном доме ребенка. Павел Астахов проверил условия пребывания несовершеннолетних и соблюдение их прав. Также он встретился с работниками дома младенца. Дети-инвалиды у нас полностью индивидуальную программу реабилитации мы им проводим. На сегодняшний день в учреждении пребывают более 80 малышей от месяца до 4 лет. Это дети, чьи родители временно лишены прав, и так называемые отказники. Среди них немало тяжелобольных детей. Молодец. Прокати, капитан. В прошлом году в доме ребенка пребывали около 150 детей. Из них большая половина вернулась в свои семьи или обрела новую. Никогда раньше так много не забирали. 1-2 случая. В этом Да, году у нас даже в прошлом году очень. 52% плюс детей-инвалидов по стране забрали. Да, вот и в том числе и мы. 9 детей забрали. Даже 2 с синдромом Дауна. Визит омбудсмена продолжился в спортивном комплексе «Дахсун». Слово моему коллеге Владу Давыдову. Спасибо, Саргалана. Далее в спорткомплексе «Дахсун» Павел Астахов принял участие на открытии футбольного турнира среди команд детских домов и школ-интернатов республики под названием «Будущее зависит от тебя». Участие принимают 15 команд со всей Якутии. Это 105 воспитанников школ-интернатов и детских домов со всей республики. Омбудсмен Павел Астахов символическим ударом по воротам открыл соревнование. Правда, сначала сделал селфи с юным вратарем и покатил мяч в дальний угол. После отметил важность и значимость подобных турниров. Спорт – это необходимое условие для жизни любого ребенка, а особенно для ребенка сложной судьбы, для ребенка, который имеет какие-то ограничения по здоровью, потому что именно в спорте можно преодолеть себя и доказать всем, что у тебя нет никаких в этой жизни ограничений, и все проблемы решаются легко и просто. Как настрой, ребята? Настрой очень хороший. Со второй школы, говорят, будем играть. Здесь хорошее поле, хорошая атмосфера, хорошо можно порезвиться. Поэтому настрой-то хороший. Соревнования продлятся до 7 марта. Настрой у команд боевой. Согласно программе пребывания в Якутии, омбудсмен Павел Астахов далее отправился на совещание с руководством республики. Там работает наш корреспондент Александра Охлопкова. Ей слово. Во второй половине дня детский омбудсмен встретился по личным вопросам с якутянами. Павел Астахов в общей сложности ознакомился с проблемами 4 якутян. Более острой проблемой среди ознакомленных дел является обращение Общественной палаты республики. Омбудсмена просили решить вопрос о реконструкции аварийных общеобразовательных школ столицы. Также член Общественной палаты Антон Жандоров более подробно рассказал и о проблеме наполненности школ города Якутска. Павел Алексеевич поддержал нашу деятельность, сообщил о том, что этот документ он принимает в работу. Мы по итогу договорились с заместителем председателя правительства Александром Юрьевичем Соловьевым о том, что в ближайшее время встретимся и будем уже составлять план исполнения наших рекомендаций. Далее Павел Астахов провел совместное совещание с территориальными органами исполнительной власти Российской Федерации, исполнительными органами государственной власти Республики Саха-Якутия. Следует отметить, что Павел Алексеевич довольно жестко прокомментировал работу органов системы профилактики республики. Уполномоченный при президенте по правам ребенка открыто констатировал результаты проверки по детским домам Якутии. Детский защитник привел некоторые данные, при этом называя поименно каждого ребенка и освещая их проблему. Случаи, которые я приводил, они не должны закрывать полностью картину. И не надо все в черном цвете видеть. Это отдельные случаи. За них отвечают конкретные виновные люди. Если какой-то директор детского дома сидит и не исполняет свои обязанности, надо от него избавиться. При этом показатели усыновления показывают хорошие результаты. В республике в 2011 году было более 9 тысяч детей-сирот. В этом году, по словам Астахова, это число сократилось в 2 раза. У нас в 2014 году, сейчас подвели уже цифры, эти данные получили, на 52% выросло число детей-инвалидов-сирот
устроенных в семье. Этого никогда не было. По словам Павла Астахова, все органы должны скоординировать свои силы для улучшения общей системы. У нас выстроена система отбора, обучения, подготовки приемных родителей и сопровождения приемной семьи. У нас выстроена работа по социальному сопровождению неблагополучных семей. Отметим, что работа главного детского защитника страны в Республике Саха-Якутия на этим днем не завершаются. Завтра предстоит встреча Павла Астахова с главой республики Егором Афанасьевичем Борисовым. Александра Хлопкова, Дмитрий Сергучев, НВК Саха, Якутск.